Для чего изгибают гипсокартонные листы? Какими способами это можно сделать? Как правильно закреплять кнауф-листы на криволинейном металлическом каркасе? Эти и другие секреты далее в нашем фильме. Для создания криволинейных конструкций нам потребуются следующие материалы. Кнауф-листы толщиной 12,5 мм, арочные кнауф-листы толщиной 6,5 мм, шурупы для гипсокартонных листов, грунтовка Knauf Tiefengrund, шпаклевка Knauf Uniflot, малярный скотч и армирующая сетка. Нам потребуются следующие инструменты: электролобзик, шуруповерт, игольчатый валик, распылитель для воды, малярный валик, кисть, нож для гипсокартона, фрезер, погружная пила и шпатель с отверткой. Возможность изгибать гипсокартонные листы позволяет создавать с их помощью конструкции различного радиуса кривизны. Для создания таких конструкций нам потребуются шаблоны. Их можно изготовить из листов фанеры, скрепленных деревянными брусками. Также можно выполнить шаблон из металлических кнауф-профилей. Для создания каркасов криволинейных перегородок сгибаем кнауф-профили самостоятельно, либо используем кнауф-профиль синус. Существует 3 способа создания криволинейной поверхности из кнауф-листа. Первый способ — сухой, который подходит для создания изгибов больших радиусов. Начнем с кнауф-листов толщиной 12,5 мм. Закрепляем кнауф-лист горизонтально в средней части криволинейного каркаса самонарезающими шурупами. Прижимаем лист к каркасу и закрепляем его от середины к краям вертикальными рядами шурупов. При монтаже конструкции в несколько листов вертикальные стыки плит смещаем минимум на 2 шага стоек. Смещение горизонтальных стыков должно быть не менее 400 мм. Перегородка с криволинейной поверхностью готова. Повторим этот процесс с арочными кнауф-листами. Входящие в состав сердечника армирующие добавки и малая толщина в 6,5 мм позволяют создавать поверхности разных форм малого радиуса кривизны. Следующий способ создания криволинейной поверхности — изгиб кнауф-листов с увлажнением. Мокрый способ позволяет создать изделие с изгибом небольшого радиуса. Прокатываем игольчатым валиком сжимаемую сторону листа. Для выпуклых форм это тыльная сторона, а для вогнутых — лицевая. Укладываем лист проколотой стороной вверх на прокладке, чтобы избежать попадания воды на обратную сторону. Равномерно смачиваем лист водой до тех пор, пока вода не перестанет впитываться. Устанавливаем лист на шаблон. Один край листа фиксируем у основания шаблона. Придерживаем лист и даем ему возможность согнуться под собственной тяжестью. Прижимаем гипсокартонный лист к шаблону, медленно и аккуратно надавливая на край через профиль или брусок. Несколько раз обмотаем лист у основания шаблона широким малярным скотчем и оставляем в таком положении до полного высыхания. После полного высыхания кнауф-лист сохраняет заданную форму и готов к монтажу. Третий способ — изгиб с помощью надрезов. Надрезаем картон и часть гипсового сердечника на стороне листа, образующего выпуклую поверхность, ножом для гипсокартона или фрезеровальным аппаратом. Надламываем лист по линии надреза. Укладываем лист на шаблон. Покрываем лист и надрезы грунтовкой Knauf Tiefengrund и сверху наносим шпаклевку Knauf Uniflot. Укладываем на заготовку стеклотканевую сетку и вдавливаем ее в шпаклевку. После полного высыхания шпаклевки изделие можно снимать с шаблона. Итак, мы познакомились с разными способами создания криволинейных поверхностей из кнауф-листов. Knauf — это поставщик комплектных решений для ваших задач.